12 лет назад началась пятидневная война в Южной Осетии. Закончились события августа 8-го отступлением грузинских сил и окончательным отделением республики. Южная Осетия, как независимое государство, сегодня не признана большинством стран мира. А план урегулирования грузино-осетинского конфликта ситуацию так и не разрешил. Скорее, просто законсервировал те противоречия, которые существуют между сторонами. Сегодня вместе с приглашенными экспертами мы поговорим о том, какое будущее ждет республику, ее население и как внешняя геополитическая ситуация в регионе влияет на внутреннее положение дел. Это программа «Время, события, люди». Добрый день. Почетные гости нашей студии: Людвиг Алексеевич Чибиров, первый президент Южной Осетии, профессор, заведующий отделом этнологии СОИКСИ, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Станислав Магомедович Кисаев, профессор, кандидат юридических наук, председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия-Алания. Здравствуйте, спасибо, что посетили нашу студию, уделили нам время. Мы обозначили основной вектор нашей беседы в самом начале. Первый вопрос, который я хочу вам задать, он будет такой об индивидуальном восприятии и об общих настроениях в том числе. Наверное, в первую очередь к вам, Людвиг Алексеевич, как человеку, который возглавлял республику, брал на себя ответственность в свое время за весь этот регион. Что для вас эта дата спустя 12 лет? И хотелось бы порассуждать, какой могла быть Южная Осетия сегодня, не случись этих событий, не случись этой войны, эскалации конфликта тогда, 12 лет назад. Спасибо за слово. Августовские события 2008 года и их последствия, безусловно, крупнейшее политическое событие в истории осетинского народа, без всякого преувеличения. Этот август, хотя им понесли большие людские потери, была разрушена вся инфраструктура автономной области, и все стояло, как говорят, на земле. Тем не менее, его последствия для нас очень огромные. Наконец-то свершилась вековечная мечта нашего народа о том, чтобы быть с Россией на веки веков. И фактически сейчас, хотя и мы являемся самостоятельной республикой, но я лично его считаю, что фактически де-факто осуществилась вековечная мечта нашего народа. Если говорить об августовских событиях 2008 года в целом, то можно уходить вглубь истории, но этого мы не будем делать. Ближайшее, с чего начались эти августовские события, это уже вторая половина 80-х годов 19-20 столетия. Это с так называемых реформ и перестройки первого президента СССР и последнего президента, к счастью, для нас, это Горбачева. Именно его политика перестройки и заигрывания с националистическими кругами в этих самых местах, это задуманные реформы и так далее, привели к краху Великого Советского Союза, который является именно, имеет последствия которого очень плачевными оказались не только для народов бывшего Советского Союза, но и всего мирового человечества. Об этом прямо и очень хорошо сказал в свое время Владимир Владимирович и Путин. Ну вот эта война фактически с тех пор, с 80-х годов, она прошла 3 этапа в основном. Это 80-е годы, если точнее говорить, с 1989 по 92 год, это первый этап. Самый такой уже подготовительный начало войны в итоге. Вторым этапом можно посчитать уже 1992 года с вводом миротворческих сил в Россию, именно в Южную Осетию, приблизительно до 2007 года, хотя вот в этом промежутке были еще маленькие какие-то войны и стычки друг с другом. Ну, первое всего, с чего началось, когда уже Горбачев объявил о том, что почувствовали именно слабость центральной власти, то националистические силы именно некоторых республик подняли свою голову. В первую очередь, я тогда в 80-х годах был
в качестве официального оппонента на одной докторской диссертации в Ереване. И когда я побывал там и увидел Центральной площади, впервые я видел забастовки, демонстрации в Советском Союзе. Это был просто тихий ужас. Мы всегда говорили, получали сообщения со всего мира о том, что там забастовки, там другое и так далее. Но что в Советском Союзе какие-то забастовки исчезли были, эти, никогда не помню. Ну, вслед за армяно-карабахскими делами уже свою голову подняли националистические силы Прибалтики, и не отставали от них и Грузия в этом плане. И грузинские социал-шовинисты или националисты, как хотите, так их называйте в итоге, они воспользовались этой слабостью, уже задумали о своем самом независимом государстве в целом. И сразу же, в первую очередь, начали ставить вопрос о выходе из Советского Союза. Начали уже придумывать всякие самые причины на сессиях, на своих советах, подготавливали почву, как бы выйти полностью этого. И в итоге обстановка им позволяла и объявили о выходе из Советского Союза. И вот получается, Южная Осетия автономная в составе Грузии. Она оторвалась от Советского Союза в итоге. А с Грузией мы ни за что не хотели оставаться в этой стране. И вот с этого начинается основной конфликт между нами. Потому что именно не хотели оставаться с этим. И вот самое главное здесь, что произошло в итоге. В первое время в юго-осетинских кругах, я сам очевидец этих событий, постоянно пребывал на юге и все знаю, все эти подробности. В первое время состоялась сессия в 90-м году, в сентябре месяце. И эта сессия хотела принять решение о том, чтобы о повышении статуса автономной области до автономной республики. Потому что автономная область не государственное формирование, работает только по основному закону. У нее нет своей конституции. И чтобы вот в этих тяжелейших условиях, сложнейших политических обстоятельствах защитить себя, в итоге поэтому сессия приняли решение о преобразовании автономной области в союз, это автономную Советскую Республику в составе Грузинской ССР. Я хочу подчеркнуть, первое время в составе Грузинской ССР. Даже не ставили вопрос об этом. Ну, вот это в какой-то степени взбесило эти националистические круги Грузии, как это так, они без нашего ведома такие вещи и так далее. Да. После этого приходит к власти уже это самый Звиат Гамсахурдия. И первое жеда, которое он принял и так далее, это решением Верховного Совета Грузинской ССР, была ликвидирована Юго-Осетинская автономная область. И вы знаете, я помню вот этот случай в итоге, и нам по программе МУАМБе показывали эти все процессы, и когда уже провозгласили и так далее, проголосовали за это, во время голосования вплоть до потолка подпрыгивали люди от доставленной радости. Такое великое удовольствие получила грузинская сторона от этого дела. С упразднением Южной Осетии. Ну вот после этого уже в 1989 году, после этого они хотели уже организовать так называемый свой так известный митинг. И было 40 тысяч этих самых боевиков и всяких этих самых жуликов, арестантов и так далее, обули их в милицейские, в военной форме и так далее, и хотели организовать митинг в Южной Осетии. Это было 23-24 ноября 1989 года, и с этого начинается открытая война между Грузией и Юго-Осетинской автономной республикой. Эта война, прекрасно вы, люди хорошо его знают и так далее, была очень жесткая и так далее. Фактически с 1989 года по 1992 год произошел уже второй геноцид осетинского народа. Второй геноцид фактически уже обезлюдили селение. 117 в этой маленькой автономной области, 117 сел было сожжено дотла. В итоге частично и дотла полностью. Столько людей погибло. Население в итоге, осетинское население, проживающее в Грузии, и в особенности население в Южной Осетии, массовым образом спасало бегством и превратилось в беженцы. И, в общем, вот этот период был очень ужасным. В итоге мы, прогрессивная интеллигенция и руководящие круги республики,
Мы ставили постоянно вопросы перед международными организациями, перед всеми о том, что прекратили это бедствие. Я сам лично дважды возглавлял юго-осетинскую делегацию в Москву и в Ленинград для работы с общественностью. У нас были там в Советском комитете защиты мира пресс-конференции, проводили, чтобы защитить себя в этот период Гамсахурде, Южной Осетии от полного уничтожения. Ну, фактически положение спасло. Ввод миротворческих сил 14 июля 1992 года. Это число, эта дата считается по настоящее время большим праздничным числом, потому что этот ввод миротворческих сил фактически прекратилось уже открытое военное противостояние между сторонами, хотя нельзя сказать о том, что военные действия, эти самые сопротивления, да, все это продолжалось. Ну, второй период с 1992 года по 2007 год, вот эта напряженность в итоге сохранялась. В 1993 году сам я пришел в руководство республики, и за эти 8 лет моего руководства таких открытых военных противостояний между грузинской стороной и Южной Осетии фактически не было. Мы проводили так вяло текущий переговорный процесс, старались мирным вопросом, ставили вопросы о мирном решении этого вопроса, составляли делегации, подключились ОБСЕ и другие международные организации. Ну и вот так в 1994 году, в 2004 году уже еще малая война произошла. Но отношения между Грузией и Южной Осетией, Грузия никак не могла мириться о том, чтобы потерять Южную Осетию. Вот эти все провокационные действия со стороны грузинской стороны привели к событиям, которые очень сильно обострились в конце июля, в начале августа 2008 года. Вот в первой неделе в итоге я сам находился тогда в Южной Осетии, видел, как обостряется обстановка, и все это привело в общем итоге к тому, что, несмотря на такое заявление о том, что хочет он мира и так далее, за несколько дней прочее, до да. буквально, да. И где-то в половине 12 в 11:30 началась настоящая бомбардировка столицы Южной Осетии. Вот таково было начало тех плачевных событий, войны, которые началась 12 лет тому назад, как раз вот в это время. Как вы смотрите на то, к чему привели эти события? Вот уже получается с такой исторической точки зрения. В итоге мы пришли к тому, что, и говоря об этих последствиях этой войны, безусловно, можно сказать о том, что в первую очередь каждая сторона что выиграла и что потеряла. Да. Грузия, как только закончилась эта война, плачевная, позорная война для нее, да, она сразу же вышла из СНГ. С тех пор ее нет больше в СНГ. Грузия потеряла еще свой шанс, то, что к 2007 году она была близка к тому, чтобы его приняли в состав НАТО. НАТО. А после этой войны в итоге даже официальные лица НАТО и другие заявили о том, что об этом даже и вопросу больше не должно стоять в итоге. Да. Россия тоже оказалась в какой-то степени выигрышей. Выигрыш России я вижу в том, что фактически вот этой войной 2008 года Россия уже заявила о себе как о могущественной державе и не будет державе, которая не будет по пятам идти по тому плану и этим установкам, которые это самое делаются на Западе в итоге. И вот в этом отношении его значение для повышения роли, авторитета, престижа России в мировом обществе тоже очень сильно укрепилось. Но самую наибольшую выгоду, конечно, естественно, получила Осетия, потому что, я не знаю, в моей жизни было много таких ярких тоже событий, кроме всякого бывает в жизни и так далее. И до поры до времени я считал 9 мая 1973 года, когда мне пришлось по своей инициативе открыть большой мемориальный памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в родном селении. И когда меня спрашивали журналисты, всегда это называли. Но это сейчас 26 августа 2008 года, когда этот день я никогда в своей жизни не забуду. Я чувствовал себя, как будто нахожусь во сне, когда я слышал о признании нашей республики Российской Федерации. Это было, безусловно,
счастье для нашего народа, без всякого привлечения. Когда я сравниваю то, что было в тот период, и когда я приезжаю сейчас в Южную Осетию, смотрю, это небо и земля. Люди вздохнули. Можете себе представить, 20 лет фактически продолжались военные действия с некоторыми перерывами. И после 20 лет уже получить такую свободу, вздохнуть и уже получить возможность строить свою республику, это счастье для всего нашего народа. Станислав Магомедович, подключайтесь. Как вам кажется, вот эти 12 лет независимости, они про независимость или все-таки про сложность вот этого пути, на который сейчас стала Южная Осетия? Ну, во-первых, они, на мой взгляд, все же про независимость, но про сложность. Но если вы позволите, я вот очень внимательно слушал Людвига Алексеевича. Во-первых, я на самом деле благодарен вам за то, что вот в столь знаменательную дату вы пригласили меня и вместе рядом с Людвигом Алексеевичем. И не потому, что у меня нет возможности высказать ему все, что мы думаем о нем как о первом президенте Южной Осетии. Просто вот рядом вот с его знанием не только фактологии, мне просто как юристу хотелось бы сказать, вот почему. Да, нас 26 августа признали независимым государством, и у государства всегда начинаются после факта признания юридического огромное количество и праздников, ну и проблем. Но я все же хочу в какой-то мере остановиться на том, как мы, я всегда говорю мы, потому что это географическое понятие Северная и Южная Осетия, это не разделение, это географическое понятие. А то, что мы один народ и мы можем говорить только мы, когда есть там люди, которые как-то пытаются расшифровать понятие «мы», вот они, северяне, южане, западные, восточные, остальные, это Бог им судья. Но я чуть про другое хочу сказать. Ведь 26 августа Россия подвела итог правовой признанием Республики Южная Осетия всему тому историческому ходу развития, в который народ Осетии попал вот в эти 2,5 столетия. Ведь понятие Осетии всегда было единым. Для царской России, для имперской России вот этого понятия северное и южное помимо географического не было. Но так получилось, и вот здесь Людвиг Алексеевич, может, мне позволит сказать, вот, ну, к Горбачеву я бы вот не относился так с однозначным минусом. Вот если бы перестройка не порушила устои Кондова коммунистические, поверьте мне, на мой взгляд, и я горжусь тем, что я родился в Советском Союзе, при социализме, все, что у меня есть в жизни, это благодаря нашему социалистическому, в хорошем смысле, прошлому. Но если бы не было перестройки, то мы бы так и оставались вот тем самым матрешечным государством. Мы бы были союзная республика, автономный округ, автономная область. И вот процесс, который затеял Горбачев, он породил очень много вот негатива, который для нас-то стал позитивом. Вот по-русски говорят, от добра добра не ищут, или нет худа без добра. А я могу сказать, что и добра без худа не бывает. Ведь, да, вот после того знаменитого решения ЦК КПСС по национальным вопросам, ведь у нас же не только Грузия зашевелилась, у нас зашевелились все, и в том числе и наши соседи. Ну, люди стали понимать, что вот так дальше жить нельзя, и как мы будем жить дальше. И вот то, что перестройка спровоцировала очень многих националистов, мы должны были этим исторически воспользоваться, мы этим и воспользовались. Ну, да, когда
Я не знаю, Людвиг Алексеевич согласится или нет, но рядом с Людвигом Алексеевичем я, правда, не про это сказал, согласиться или нет. Вот сейчас это исторические личности, но я хочу вспомнить и про Туриса Георгиевича Кулумбекова, и про Знаура Николаевича Гасиева хочу вспомнить. Это те люди, которые, скажем, не просто на политическом уровне, хотя это вещь абсолютно политическая, но и на правовом уровне делали все, чтобы вот наше государственное образование, оно превратилось в настоящее государство. И вот когда мы говорим о том, что, вот посмотрите, ведь мы все пытались сделать в рамках Советского Союза. Мы автономную область преобразуем в автономную республику в рамках Грузинской республики. Грузинская республика говорит: нет, вы не имеете на это права. Мы возвращаемся к автономии. Понимаете, потом вот здесь я бы хотел, там много этапов разных, но вот референдум 92-го года, и вот здесь я хочу обратить внимание, я ж не забыл, что мы с вами говорим о 26 августа 2008 года, но референдум 92 года заложил правовую основу того, что будет в дальнейшем юго-остинское государство. И вот здесь я хочу, я не первый раз пытаюсь сказать, вот когда про Южную Осетию, про народ Южной Осетии, про нас говорят многострадальные, я говорю, ну перестаньте так говорить. Героический, знающий себе цену, умеющий воевать за себя. Понимаете, от одних страданий политической пользы не бывает. Можно быть пожизненно признанным страдающим, ну, не хочу в этой аудитории чуть про другое говорить, но в 92 году народ Южной Осетии, и не только Южной, все мы показали, что мы в состоянии мыслить государственно-правовыми категориями. И вот наше умение мыслить государственно-правовыми категориями Людвиг Алексеевич подтвердит. Потом у нас был референдум по Конституции. Потом, ну, было еще 2 референдума. 2006 года да, второй референдум. Да, вот понимаете, ну, в какой-то мере с политизированными целями. Но мы все время доказывали и показывали международному сообществу, что мы не просто там, как про нас руководство Грузии говорило, что это племя, которое как-то не может осознать прелести 20 века и ведет себя как-то не очень адекватно. Мы доказали то, что мы умеем мыслить государственно-правовыми категориями. Вот события 2008 года как бы завершили вот это. И дальше вот то, собственно, для чего, я думаю, мы сегодня пришли, чтобы мы подумали, как же нам жить вот тому самому независимому, суверенному государству Южная Осетия, пусть с Аланией, пусть без Алании, но суверенному и государству, являющемуся уже членом международного правового сообщества. И вот здесь наша задача несколько меняется, и вот здесь я бы хотел на эту тему поговорить. И не знаю, вот Людвиг Алексеевич поддержит. Ради Бога, как раз. Смотрите, есть такое старое, известное еще кантовское утверждение, что ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущем состоянии мира. Я хочу с вами поговорить о том, что диалог с соседями для Южной Осетии, он все-таки, наверное, нужен. Но насколько он сегодня возможен? И если он возможен, то на каких условиях? То есть когда-то подобный вопрос задавали первым лицам государства, и Дмитрий Медведев сказал, первое и главное условие подписания Грузии, он так и произнес, мы готовы обсуждать разные варианты добрососедства, но первое и главное условие подписать меморандум о неприменении силы. Грузинская сторона тогда подписывать его отказалась. Какие еще могут быть условия, выдвинутые за столом переговоров с грузинской стороной? И считаете ли вы на данный момент этот диалог возможным, важным, нужным? Как вы считаете, Людвиг Алексеевич? Правда, руководство России еще одну вещь говорило, но не с нынешним
руководством На тот Грузии. момент, да, вот. после того, как сменится Это- власть и уйдет Михаил Саакашвили. Да, они всегда это подчеркивают. Вы как считаете, Людвиг Алексеевич? Я, например, считаю, уже одно то, что Российская Федерация признала нас как независимое государство, это очень много решает в итоге. Слава Богу, появляется уже несколько государств, которые нас поддержали. Особенно мне было приятно, что Сирийская Арабская Республика тоже присоединилась к ним. Я думаю, что полоса признания со временем увеличится. И сейчас мы бить тревогу, что нас не признали сейчас, и мы не являемся членами Организации Объединенных Наций и так далее, по-моему, не излишне. Соединенные Штаты признали Советский Союз 33 года, только в 1933 году. От этого к 1933 году Россия, советская страна, уже строила себя, становилась могущественным государством. Так что, видимо, все это самая полоса признания других зависит от геополитической обстановки, которая складывается в мире и в нашем окружении в общем итоге. Грузинская сторона, конечно, никогда на это дело не пойдет, на признание. Когда я сам был руководителем, Станислав Магометович часто принимал участие в этих переговорных участках, и он прекрасно об этом знает. Мы несколько раз пытались с грузинской стороны договориться, организовать круглые столы, доказывать о том, что происходит и так далее. Да, и они большей частью упирались на исторический фактор, что вы гости на этой земле, вы тому подобное и прочее и так далее. Много раз историков приглашали, но ни один раз они не согласились с нами в открытую встретиться, потому что этого нет. Исторические свидетельства говорят о том, что Южная Осетинская земля – это такая же наша законная территория, на которой веками наши люди живут. И нигде еще не установлено, сколько времени надо считать, чтобы эта территория, эту землю считать именно своим законом. Сколько на ней нужно? Да, мне кажется, что пока идет дело нормально. Самое главное у нас это мы должны божиться Российской Федерации, в частности его руководителю, в итоге, что с их помощью мы получили эту независимость. И вот когда я наблюдаю, постепенно систематически приезжаю на юг, и с каждым приездом сердце наполняется радостью, потому что строится республика, Цхинвал становится краше, чем было даже раньше, до этой войны. В итоге появились прекрасные знания университета, национального театра. Просто любо даже по центру этого города гулять. И постепенно, настолько мне известно, я иногда беседую с нынешним президентом часто, и у них есть очень такие амбициозные планы по переустройке и в сельском хозяйстве, и в промышленных целях, и в культурном фронте. Так что я думаю, что в перспективе для Республики Южная Осетия со временем все увеличивается, хотя проблем здесь очень много. И самая главная проблема, Станислав Магомедович со мной согласится, это демографическая проблема. Вот по своему потенциалу, если посчитать природные богатства Южной Осетии и так далее, и своя территория, вот эта территория, на этой территории безбедно могут проживать более 300 тысяч населения. Она фактически, вся таблица Менделеева находится в природных недрах Южной Осетии. Это сельскохозяйственные угодья. И какие прекрасные условия для животноводства во всех курортных зонах, во всех отношениях она может этого сделать. И поэтому главное, на что надо обратить внимание, это просто на то, чтобы заманить обратно население, это самое, побольше жителей, чтобы вернулись оттуда и было чем зажить. Так что проблемы есть, но республика идет по намеченному пути. Сейчас реклама на канале Осетия. Пару минут, мы вернемся в нашу студию. Я согласна с вами, Людвиг Алексеевич, что
эта территория может подарить много возможностей населению, которое Да. там проживает. Но я именно поэтому задавала вопрос о диалоге, потому что вот эта небольшая блокада, которая из-за Грузии происходит, из-за взаимоотношений, которые с соседями сложились, она все-таки закрывает путь, да, там, к тому же Азербайджану, кто там у нас, Турция, Армения. А это все, я думаю, позитивно сказывалось на экономической ситуации в регионе. Эти какие-то более плотные взаимосвязи. И автоматически инвестиционная привлекательность росла бы, и население туда возвращалось. Я думаю просто, что одно вытекает из другого. Поэтому я задала вопрос о том, возможен ли диалог и на каких основаниях он возможен. Диалог постоянно идет в Женеве. Есть специальные делегации, Да, со всей соглашение. грузинской делегации, Которые осетинской и другие. плохо Постоянно они исполняются. там решают все основные проблемы, которые возникают между нашими народами. И пограничные, все другие вопросы там они решают. Но я просто хочу сказать о том, что я не вижу в ближайшее время урегулирования отношений с грузинской стороной. Хотя, если бы они реально подходили к вопросам и так далее, чем раньше это они сделают, тем будет лучше и для Грузии, и для Осетии. Потому Для что населения. возврата в составе Грузии исключаются. Исключаются. Мы уже видели, все видели, испытали на своем счету, что из себя находиться в составе Грузинской республики. Станислав Магомедович, вы как смотрите на возможность Ну, более активных переговоров? Вы знаете, вот Продуктивных. Людвиг Алексеевич сказал, что вот на международном уровне есть постоянно действующая комиссия. Ну, вот в международном праве есть такое понятие, как замороженный конфликт. И вот когда зона осетино-грузинских отношений была определена в международно-правовом статусе как замороженный конфликт, это был тоже шаг к признанию того, что это не просто какая-то дикая территория, а территория, в которой существуют органы власти, существует правовая система, Государственность какая-то государственность. Понимаете? И вот здесь, ну, я совершенно без параллелей, но в то же самое время об этом нельзя не говорить. Вот, допустим, ну, сейчас для России Кипр стал очень интересным местом. Ну, там какие-то экономические интересы, но есть же Кипр уже сколько десятилетий существует северный, и южный. Да, и вот, нет, ну, скажем, и они же существуют, грубо говоря, без очень большого международно-правового признания. Но они же Турция существуют. признала. Нет, ну, Турция признала какую-то часть, Греция признала Да, со другую своей часть. стороны. А жизнь-то людей не в подвешенном состоянии. Нет, Кипр очень удачный Понимаете? пример, согласен. И у нас таких примеров очень много. И я это к чему говорю? Ну, мы не можем. Я знаю, что даже вот сейчас, когда я буду говорить, очень многие мои братья на юге и сестры тоже говорят, ну как, вот почему ты говоришь, что с противоположной стороной, я не сказал слово противной, с противоположной стороной мы вправе, мы должны разговаривать. Потому что, скажем, ну, уйти в глухую оборону, понимаете, у нас принципиально мы определились, и достаточно того, что Россия, нравится это кому-то, не нравится, это великая держава, она нас признала. Она нас признала, да, и, скажем, по прошествии времени и другие вещи, другие страны нас будут признать. Но мы должны, вот доказав свою способность к суверенности, демонстрировать эту суверенность. Вот, ну, я со словами благодарности Людвигу Алексеевичу всегда буду, точно так же, как к каждому из президентов Республики Южная Осетия, да, у меня о каждом из них свое мнение и как юриста, и как человека, но я каждому из них благодарен за те шаги, которые они проделали. Ведь Республика Южная Осетия – это не одномоментное понятие. И вот нынешнее руководство, вот мне чем нравится, поверьте мне, я Анатолия Ильича давно не видел, но тем не менее, мне нравится, что в нем
психология и поведение стратегического партнера. Он отдает предпочтение, решая вот насущные проблемы на юге, он отдает предпочтение, скажем, международным связям. Он постоянно демонстрирует, что мы открыты, мы готовы разговаривать в международно-правовом плане на равных. Представляя себя самих понимаете? полноценно. И дальше, помимо того, что ты о себе заявляешь, ты еще должен иметь возможность сказать, а вот это мы можем, вот это мы можем, вот это. И вот здесь я возвращаюсь к словам Людвига Алексеевича, что это благодатнейшая территория, скажем, и так получается. Это не первый раз мы об этом говорим, что, к сожалению, вот это наша бытовая аксиома, что ли, что рыба где глубже, человек где лучше. А есть же и другое. Скажем, если я есть по происхождению гражданин Южной Осетии, если я, скажем, и не только Южной Осетии, северяне, почему бы северянам там не быть? Хотя здесь вот Людвиг Алексеевич не позволит мне тоже чуть ошибиться. Где-то, вы помните, в середине 90-х годов, когда стали собирать предпринимателей, и возникла же проблема очень у многих людей на юге на предмет того, а почему наши богатства и наши недры будут осваивать не наши граждане. Зачем мы? Вот я понимаю, что я сейчас очень многим перестану нравиться. Это же и есть инвестиционная это есть, привлекательность. конечно. И когда, скажем, мы пытаемся защитить себя и говорить, я тебя признаю, но ты ко мне не приходи. Если мы говорим, да, у нас огромное количество проблем международно-правовых, но ведь границу мы давно преодолели, как бы там ни было. И вот здесь, как юрист, я могу сказать, что правовая система Южной Осетии, она не должна быть калькой правовой системы Российской Федерации. Безусловно. Совершенно, скажем, вот это наша заявка о едином таможенном пространстве. Она же позволяет нам очень многие вещи видеть по-новому и работать над ними по-новому. То есть вот здесь, в очередной раз я скажу, давайте перестанем говорить о наших благах и преимуществах. Которые и так существуют. Да, а начнем их эксплуатировать, использовать и показывать то, что мы есть на самом деле, то, что мы есть на самом деле. Да. Неплохо было бы Южную Полностью не используются интеграционные процессы между севером и югом. Это однозначно. В 2001 году, это в последний год моего управления республикой, мы собрали здесь, во Владикавказе, большое производственное совещание экономистов и предпринимателей собрали со всего... Со всего региона нашего. Да, нет, всего не региона, со чтобы всей показать страны, помощь Южной со всей Осетии. страны. В итоге таможенные переговорки, ряд других вопросов. Мы приняли очень прекрасно. Один день заседали здесь, второй день в Цхинвале. Все с удовольствием. Потом таможенные переговорки преграды. И таможенные переговорки, эти преграды нам помешали. А сейчас кто нам мешает? Этих перегородок больше нет. Такого большого, сильного оживления экономического и интеграционного процесса в области экономики, по-моему, это путь, который самый перспективный. Примеры, правда, удачные есть. Мы вспомнили о Кипре. Кипр как раз место, где очень развит и международный туризм, и прекрасные работают университеты, куда съезжаются молодые люди со всего мира и потом там остаются. Поэтому в этом смысле это хороший ориентир, который тоже можно взять за пример. У нас не раз возникала в разговоре тема признания, и когда случился вот этот прецедент с Южной Осетией, многие стали сравнивать его с Косово. Станислав Магомедович, вы как смотрите на эти параллели? Сравнивать, понятно, с точки зрения применения двойных стандартов. А вы как смотрите на эту параллель? И если говорить о том, что Косово признано уже более
116, по-моему, если я не ошибаюсь, государствами, которые все там на определенном сайте размещены, с большой благодарностью от народа Косово. Вы видите в этом двойные стандарты? Или все-таки то, что это произошло не в результате живого столкновения, живого конфликта, накладывает на Нет, тот все пример? же, я не знаю, я позволю себе раньше Людвига Алексеевича, все же я вот эту политику двойных стандартов вижу. И, ну, к сожалению, так получилось. У нас сегодня не та передача, где бы мы поднимали вопрос, почему к нам, я имею в виду к Российской Федерации, вот так относятся. И когда по любому поводу говорят, вот не будете себя вести, как нам хочется, мы санкции Будем ведем. отвечать. Понимаете? Так вот, у нас, опять-таки, нравится это или не нравится, в сельском хозяйстве к нам санкции применили, мы взяли и порешали большинство проблем для себя. И вот, то есть, политика двойных стандартов, она, к сожалению, есть, к сожалению, к нашей стране, ну, неоднозначно относятся в мировом сообществе, но я считаю, что вот мы должны избранную нами позицию потихонечку пытаться шаг за шагом продвигать. Что я имею в виду? Вот в международном праве есть две вещи. Право на самоопределение и на целостность государства. И вот как? Вот Косово – это лучший пример того. Скажем, одна часть реализуется, другая не реализуется. Мы доказали то, что, скажем, да, право на самоопределение мы реализовали. Теперь нам надо продемонстрировать, что вот та территория, которую кто-то, скажем, Грузия, считает для себя потерянной, она должна быть удобной для мирового сообщества. Правильно? Потому что не все же себя ведут вот так однозначно. Америка сказала, и мы побежали туда. Совершенно нет. То есть здесь нам надо все время на любой момент, который у нас есть, его использовать. И вот здесь я хочу сказать, и начиная с Людвига Алексеевича еще, и даже раньше, очень интересная плеяда, ну, в мое время молодых людей, тогда вот есть на юге, которые прекрасно знают международное право, которые умеют общаться и на международно-правовом уровне. И просто, я не говорю, что они вот должны только на достигнутом останавливаться, но я уверен, что у нас что-то получится, потому что, ну, в международном правовом плане сиюминутных, вот вы сказали, прямой конфликт вооруженный. А есть же вещи, которые не обязательно через вооруженный конфликт. Да, НАТО взяла и отбомбардировала, скажем, тот же Ливан в свое время, тоже, да, Югославию. Ну, мир, к сожалению, такой. Верят больше, ну, сильным и наглым, а надо перестать быть наглым и продолжать быть сильным. Признание – это такой акт политический, однозначно, не правовой. Получается, да. что… Нет, политика правовой. Политика правовой, потому что… Ну, процедурно-правовой, да. Да, потому что, ну, право – это есть продолжение политики, а политика порождается правом. И получается, что в этом смысле Южная Осетия все равно всегда будет зависеть от положения своего основного партнера на международной арене. Это однозначно. И, ну, в то же самое время мы, ну, вот как я вот хотел сказать, скажем, есть, ну, самопровозглашенные, не всеми признанные государства, республики, которые привыкли работать вторым номером, а есть кто работает первым номером, а есть тот, который стратегический партнер. Так вот, позиция Южной Осетии как стратегического партнера России, вы меня простите, это же все прекрасно знают, что у нас же на юге не только прекрасная экология, у нас там и прекрасные территории, поддерживающие мощь российского государства. База. Да, и от этого же, ну, очень многие страны в мире живут. Вот та же самая супер независимая Куба,
держит на своей территории американскую базу, и они друг друга не мешают. Куба продолжает не любить Свою Америку, линию. а Америка признает Кубу хотя бы потому, что вот там есть база. То есть вот в международном и вообще в политике не должно быть черное и белое. Это, я не говорю, что все цвета радуги, тем более сейчас это не модно. А вот положенные вещи, они должны быть. Вероника, относительно Косово вы спрашивали. Я хочу еще дополнить то, Конечно. что в итоге то, что вот Югославская война была в итоге разрушением Белграда, это фактически Запад обошел Россию стороной. Это было при Ельцине, были допущены такие-то, в общем, оскорбили национальные чувства славянского народа в итоге. И вот своей позиции в Южной Осетии, в Абхазии Россия им доказала обратное, отплатила им то, что они натворились в Белграде. Ну, а так, правильно сказал Станислав Магомедович, двойные стандарты. Южная Осетия имела гораздо большее право на самостоятельность, нежели Косово. Ну, видите, мир сегодня такой, что Крыловские башни, Косово уже часто член иногда ООН. вспоминаются. У сильного всегда бессильный виноват. Да. И Косово от этого имеет преимущества. Какие преимущества у Организации Объединенных Наций? Понятно, что это просто статус для них. Статус политический. Да, уже, да. Это как раз-таки репутационная вещь. Да. Ну, надо за это бороться. Не все же рождаются. Да, Косово – это, так сказать, прародина сербов, но что дальше будет, посмотрим. Я хочу про население поговорить, потому что считаю, что люди, которые проживают на территории, где много лет тлеет какой-то конфликт, существует некий спор, это всегда влияет на уклад их жизни. Как повлиял этот конфликт на уклад жизни осетин? Я вот, Людвиг Алексеевич, в первую очередь к вам хочу обратиться. Замечаете ли вы, что он на них повлиял? И хочу привести пример. В одном из документальных фильмов о Приднестровье спрашивали обычных жителей, как они живут. И сказывается ли та ситуация, которая у них наблюдается, похожа на их привычном укладе жизни. Они говорили, что очень чувствуют и переживают за нестабильность, чувствуют неопределенность и неуверенность. Мы не всегда знаем, что случится завтра, не закроются ли наши школы, не перекроют ли нам границу. Нельзя ничего планировать на 3-5 лет вперед. Вы что-то похожее у жителей Южной Осетии замечали? Можно сказать, что ничего подобного я не наблюдаю, потому что тогда, до этой войны, когда мы были еще в составе Грузинской ССР, было тесное общение между грузинской стороной, хочешь или не хочешь, министерство, там все и так далее. Общение и контакты были широкие, и в Южной Осетии почти мало кто не знал грузинского языка, общались друг с другом в итоге. А сейчас, после этого, сейчас фактически сколько лет пошло, почти целое поколение выросло уже после этого. И вот абсолютно уже как бы на 180 градусов спиной повернулись друг к другу, и они абсолютно, наши уже не владеют, уже новое поколение не владеет грузинским языком. Ну, от этого, мягко говоря, мы особенно ничего не теряем. Мы смотрим на севере наши друзья, в первую очередь братья и сестры, а потом и великая страна, которая нас поддерживает, которая поддерживает каждый наш шаг и так далее. Вообще мы должны, Вероника, быть в вечной благодарности России. Вечной благодарности. Фактически у нас были, в нашей истории были два таких случая, критических случаях, когда уже осетины могли попасть в Красную книгу исчезнувших народов. Это первое в конце 18 столетия, когда уже после татаро-монгольского нашествия и так далее, в эти ущелья были загнаны сотни тысяч беженцев и так далее. И к концу 18 столетия их осталось, по данным 1824 года, в горных районах Северной Осетии осталось жителей всего 16 тысяч. 16 тысяч. И потом уже с 16 столетия наши эти стремления наших передовых интеллигенций и так далее, связи присоединения к Осетии, и после присоединения Осетии совершенно картина изменилась с переселением на плоскость и тому подобное. И из этих 16 тысяч мы сегодня 600 тысяч населения, не говоря уже о подробности, каким образом получился это самое.
Вот такая же картина нужна сегодня. Какие-то меры надо принять о том, чтобы демографическую ситуацию и на севере у нас тоже не блестящая. И тем не менее на юге еще хуже. И всячески надо, вот на одной встрече с руководителем республики, я как раз на это засекли внимание, что вот федеральное правительство поддерживает о том, что именно о росте населения, детского населения и так далее. Но у нас в Осетии должны были приниматься еще дополнительные какие-то льготы тем, чтобы это дело поощрять. Потому что, ну, понимаете ли, вот сравните демографическую ситуацию в Осетии и в соседних наших республиках. Печально. Да. Это может иметь очень такие перспективы не в пользу нашего народа. Я еще хотела обратить внимание, вы говорили о том, что ранее само население знали языки друг друга Да. и, в принципе, сосуществовать учились довольно мирно. И Это же родственные была связи та у нас самая были мягкая большие. сила, которая позволяла на уровне, ну, в хорошем смысле низов, сдерживать ситуацию. И что можно сегодня предпринять для того, чтобы, поскольку я знаю, в Лениногорском районе еще сохранилось грузинское население. Более 40% на юге было смешанных браков. Что сегодня можно предпринять, чтобы за счет вот этой мягкой силы привести к диалогу продуктивному наших властимущих наверху? Со временем, может быть, уже найдутся, уже появятся какие-то прогрессивные силы, которые уже будут способствовать на уровне этих советов, старейшин и других людей, представителей интеллигенции, какие-то контакты. С чего-то надо начинать. Но сейчас пока мы с грузинской, в государстве грузинском такие настрои сейчас в верхах, на уровне парламента и так далее, что сейчас заикаться о том, чтобы признание, это практически пока невозможно. Время должно пройти немного, время. Иначе... Если позволите, Да, я вот опять боюсь вызвать не очень реакцию моих братьев как на севере, так и на юге. Все же вот верхи, низы, человеческая же жизнь, она в принципе идет совершенно по другой канве, а задача государственных деятелей, я подчеркиваю, государственных деятелей, не отдельно взятых лидеров или отдельно взятых депутатов, которые вот он себя вот так позиционирует. Опять-таки, извините, вот я не смогу себя никогда убедить, конечно, ему от этого будет все равно, чтобы вот сказать, что вот Владимир Вольфович как политик мне симпатичен. Потому что вот как житель Великой России, но как житель Кавказа, я многие вещи не могу понять. Вот в том, как он говорит. Точно так же я хочу сказать, вот совершенно, может быть, назвав фамилию, я теперь назову государство. Государство Израиль, которое, скажем, ну да, историческая территория Палестины. Да, международное сообщество разделило вот эти 4 подмандатных территории, объединились 2 израильские, 2 арабские. Да, Арабы взяли, отказались от своей территории, палестинцы, сказали, что нас братья-арабы примут и так далее, и так далее. А граждане Израиля, в том числе из Советского Союза, и наши евреи, ставшие гражданами Израиля, они знали, что вот это моя историческая родина, и я должен быть здесь. Я должен, вот как у Маяковского, за эту землю воевать, отстаивать должен. Да, и скажем, что в Израиле нет терактов. Есть, но тем не менее, это почти повседневность, но она повседневность, не приводящая вот к какой-то катастрофе, к какой-то панике. Я не говорю, что это хорошо, но я говорю, что через это можно перейти. И вот когда, скажем, ну, извините меня, в силу многих причин, пока я не на юге живу, но когда большинство моих братьев, скажем, куют свое счастье на севере, я давно сказал вот эту вещь, что давайте
за перспективу юга бороться не на севере, а на юге. Я не сторонник того, чтобы Вы каждый... сейчас почти как грузинская сторона. Нет, теперь. нет. Я как осетин рассуждаю. И, вы посмотрите, наши соседи северокавказские, они говорят: дорогие мои, где еще есть такая историческая возможность? 8 тысяч квадратных километров Северной Осетии и 4 тысячи квадратных километров Южной Осетии. И на 8 тысячах более 700 тысяч населения, а на 4 тысячах, ну, не будем уточнять. Да, Правильно? десятки. И вот те райские условия, про которые говорит Людвиг Алексеевич, это то, чем должна заниматься не просто государственная власть Южной Осетии, а каждый, в отличие, допустим, от меня, я гражданин Российской Федерации. У меня нет гражданства Северной Осетии. А у моих братьев есть понятие гражданина Южной Осетии, правильно? И, скажем, вот сейчас же у нас возникла проблема. Я понимаю, что, опять-таки, это когда государственная власть в России сказала, граждане иностранного государства не могут работать в государственно-правовых структурах. Правильно? И очень много людей с двойным гражданством предпочли гражданство Российской Федерации. И мы будем дальше рассуждать о том, что ой, как там хорошо, но а кто это возьмет и на себя эту тяготу? То есть здесь нужна гражданская позиция вот именно той части остинского народа, и не только южной, но и всех, чтобы... И вот здесь очень часто, я буквально вчера, извините, была, или сегодня утром смотрел вот посвященную 8 августа. Событиям. Да, и где было сказано, ну кто-то же должен начинать, вот люди искусства, люди творчества, мы это делаем, вот там и союз писателей, и союз художников, ну надо уже и следующие шаги делать, потому что в современная Россия и руководство России, скажем, совершенно никого не сдерживает на предмет интеграционных связей, и у нас все время идет вот здесь либерализация и законодательства, в том числе и экономического, нам этим надо пользоваться. А скажите, пожалуйста, с точки зрения населения, мне вот что еще интересно. Вы затронули тему Израиля, и вообще подобные территории, они очень часто образуются в зонах бывших конфликтов. И поэтому идеология такая общая у этого населения формируется на основе борьбы. То есть это движение за борьбу, развитие ради борьбы. Насколько она такая дальновидная, долговечная, продуктивная? Можно я сейчас Людвиг Алексеевич скажет, но я свою позицию? Конечно. Я же сказал, что очередным шагом к признанию государственности Южной Осетии было международно-правовое признание как замороженного конфликта на той территории. То есть международное сообщество не просто, а мы про такое племя не знаем. Международное сообщество знало, что есть территория Грузии, есть территория Осетии, и там конфликт, который признавался международно-правовыми нормами. То есть, и вот из этого надо, ну, извините, уметь извлекать, если не преимущества, то те самые статусные моменты. Вот, скажем, никто же не сказал, что нет такого понятия, как Южная Осетия. Есть понятие оспариваемое Грузии, но та же самая Грузия, извините меня, я очень уважительно ко всем отношусь, но в международно-правовом плане ну, не пожелает Америка кому-то сказать, а ну признайте, пожалуйста. Они никому не нужны. Они никому не нужны в международно-правовом плане. А в плане историческом, культурном, ради Бога, но вот опять-таки, ну, я не знаю, как далеко мы уйдем, ну, вот эти параллели, постоянные наши отношения и споры с Турцией. Турция – это самый большой друг Российской Федерации? Нет, но это важный партнер. Так вот я про то и говорю, стратегическое партнерство, не более того. А добрые человеческие отношения – это если не где-то в небесах, то но в жизни ну, несколько на втором плане. Вначале государственная позиция, а потом уже человеческая. Но человеческая должна быть ну, с точки государственной. зрения да. государственных деятелей, да.
Извините, Людвиг Алексеевич. Ради Бога. Главнейшие проблемы на юге сегодня – это рост производительных сил. Обязательно. Ни в коем случае население не должно оттуда уходить. Наоборот, должны быть какие-то привилегии по сравнению даже с Северной Осетией, Да. чтобы население обратно туда И возвращалось. какие-то стимулы нужны Да, экономические, вот это конечно. самое. Потому что вот там были прекрасные и рабочий класс был своевременно, были знаменитые заводы электровибрационных машин, немалопроводы и так далее. Фактически они уже дохилели. Рабочего класса фактически больше нет. Вот людей, которые занимаются непосредственно производительным трудом, разные специалисты, там тоже идет какая-то нехватка. И То же поэтому самое вся- сельское хозяйство Южной сельское Осетии, оно хозяйство. должно быть в приоритете. И качество какой сельскохозяйственной продукции в итоге, в особенности фруктов, овощей и так далее, даже сравнению подлежит. Так что, видимо, правительство, руководство само об этом знает и строится. Я знакомился с планами развития республики в целом. И в целом все-таки надо вот обратить внимание, побольше привлекать себя, сделать республику более привлекательной. А это, на ваш взгляд, сейчас более имиджевая цель? Или что нужно сделать для того, чтобы... Понятное дело, что там, где существуют какие-то тлеющие споры, деньги в эти регионы идут плохо, потому что риски всегда высоки. Рабочие места надо создавать людям, чтобы людей они были привлекательны в большей степени. Ни в коем случае. Почему из Северной Осетии народ уходит в различные районы? Не хватает рабочих рук. И поэтому, что для Южной Осетии это превыше всего сегодня вот такая политика, именно инвестиционного такого порядка, чтобы побольше привлечь людей, построить, восстановить эти заводы и другие производительные силы должны работать. Вот тогда и население появится больше, и жизнь пойдет более семимильными шагами. Ну, и я все же считаю, что в начале первый шаг – это имиджевая вещь, а потом уже, потому что, тяжело себе представить, в экономическом плане, чтобы минеральная вода Барьята победила французские воды, правильно? Но если оно где-то будет в одном ряду, где-то, пусть с краю на этой полочке, но так же не бывает. Это, да, у нас как в том фильме, опять-таки, извините, «Мимино», где вода самая лучшая по качеству или как-то. Да ради бога, в кино можно все что угодно говорить, а в жизни должно быть чуть по-другому. И вначале имидж, потом раскрутка вот этого. Да, С учетом вот того, дорогие мои, извините, мы маленькое государство. Да. И я всегда говорю, в Вы Европе захотели им да, быть. Да, мы захотели им быть. Я и про Андорру помню, и про Люксембург помню, все, и про Швейцарию помню, все. Но им же никто не мешает быть государством, Да. правильно? И вот здесь, то есть у нас очень хорошая перспектива, но надо перестать радоваться тому, что у нас есть, и надо работать над тем, что у нас будет. должно быть. Потому что должна все-таки сложиться, Правильно. наверное, цепочка от международного, политического, правового и затем Всё- уже всё вместе. экономического, И всё когда должны мы вода делать, попадает да. на полку Да, все должны рядом мы это делать вместе. с С таким трудом французскими источниками. отвоеванное государство надо строить. Уже засучив рукава, приступая. Давайте тогда в завершении беседы мы попробуем не то чтобы спрогнозировать какой-то сценарий Южной Осетии, а пожелать Южной Осетии какого-то благополучного сценария. Я хочу, чтобы Людвиг Алексеевич начал. Давайте, пожалуйста. Я думаю, что не сегодня или завтра на флагштоке Организации Объединенных Наций будет и флаг независимой республики Южной Осетии, государства Алании. Верю я в это. Спасибо. Но я продолжая, я хочу сказать, наш суверенитет признан. Наш суверенитет мы доказали и показали. Теперь, чтобы наша суверенность была обозначена не только флагом на флагштоке, но и тем, что вот эта территория, пусть очень небольшая, но она суверенна, она состоявшаяся, и она может существовать наряду с другими. Вообще-то с праздником нас. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.